Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели. Это программа «Перекресток», и я ее ведущий Игнат Раскулов. Обсуждать сегодня мы будем политическую и экономическую ситуацию в стране. А в гостях у нас эксперт по международным отношениям и безопасности Дилёс Мамбетов и эксперт по инвестициям Аскар Садыков. Из-за волнений в начале октября и политического кризиса все еще стоит вопрос о политическом признании новой власти Кыргызстана на международном уровне. Некоторое время страны зарубежья даже не имели представления, да, с кем общаться, с кем строить диалог. Господин Асмумбетов, решился ли этот вопрос? Ну, на данный момент нет. Делается попытка новыми властями. Но дело в том, что скоро будет 30 лет, как Кыргызстан независимое государство. Признание государства суверенным, независимым, это очень долгий процесс. Это если взять, что мы в 1991 году стали независимыми и движемся, мы выстраивали отношения как страны островок демократии, возможностей, политических смыслов, примером для других стран в области прав человека, демократии. Сейчас этот имидж сильно подорван, надо сказать честно. Для многих соседей наших государств, Казахстан, Узбекистан, других членов СНГ, Европейского Союза, и соседи Китая и даже США, им сейчас эти события, которые происходят в Кыргызстане, они непонятны. Потому что есть международно-правовое признание, это очень сложный процесс. И, конечно же, если брать революции 5-х, 10-х годов, тогда реакция была быстрее. Многие страны сказали, все понятно, мы вот так, и то есть признавали, выходили сообщения, помогали, помощь. Сейчас ситуация сложнее, потому что события, которые произошли 5-6 октября, их с точки зрения даже политической науки трудно назвать, что это было. Конечно, это была не революция, но есть разные трактовки. Но если мы не можем внутри страны разобраться, что это такое было и как это последствия, плюс вход в правовое поле очень важен. Потому что в цивилизованном мире есть международная договорная база правовая. У нас ее пока проблема, насколько легитимно парламент, насколько легитимно новое правительство, будущие парламентские, президентские выборы. Это очень важно. Почему? Потому что соседи и другие страны должны признавать итоги выборов в парламент, в президентский, и говорить, что они прошли открыто, честно, легитимно. Тогда они строят отношения с этим государством на доверительной основе, оказывают помощь. Сейчас мы видим, уже, может быть, уже полмесяца, да, как мы не видим реакции ни наших соседей, ни даже тех крупных государств, как Российская Федерация, Китай, США, Европейский Союз. Они держат... Осторожничают, да? Да, геополитическую паузу. Может быть, они правы, потому что им нужно время подождать, и они видят процесс, который для них, может быть, вызвал бы шок. Для них это непонятен. Поэтому в будущем мы сейчас, безусловно, конечно, фактически мы находимся сейчас в международной изоляции. Может быть... Мы помним, что Путин назвал ситуацию в Кыргызстане бедой кыргызского народа. Ну, это его как бы оценка, да, но в каком контексте он это говорит, это другой вопрос. Но вопрос в том, что сейчас идет глобализация, как бы мы ни говорили, хоть и идет пандемия, и Кыргызстан нуждается в 3 вещах. Во-первых, в международном признании. А раз тебя признают соседи, другие государства, ты должен, во-первых, транзитные пути открывать, торговля, инвестиции. Потом мы видели весной этого года, когда пандемия началась, международное сообщество помогало Кыргызстану во время пандемии, инвестиции, какие-то гранты, что-то делал. Сейчас этот вопрос немножко остается открытым, потому что они не видят, пока полной легитимизации нету. Поэтому получается геополитическая пауза, они выжидают, и им нужно время. Когда пройдут выборы парламентские, президентские, может быть, тогда они сделают. А так вот быстро это невозможно. Рассмотрим еще один аспект, господин Садыков, вкратце. Как нестабильность в стране отразилась на инвестиционном климате Кыргызстана? Очень серьезно отразилась, безусловно. Мы все стали свидетелями такого насильственного захвата имущества, поджогов, уничтожения имущества. И до сих пор, вот прошло уже с событий 5-6 октября, прошло 3 недели, более 3 недель, но до сих пор те компании, которые пострадали, большинство из них не могут возобновить деятельность. То есть до сих пор сохраняется такая относительная нестабильность в регионах страны, не обеспечена охрана, безопасность, и компании, в частности горнодобывающие, боятся продолжать свою деятельность. Есть вот такие ограничения. И, конечно, это накладывает отпечаток на инвестиционный климат, потому что то, как мы видим события здесь, это в 2-3 раза больше, более серьезно, более красочно показывается за рубежом. Вот все-таки здесь, когда мы увидели те или иные события, потом мы вышли на улицу и увидели, что, оказывается, в принципе, все нормально, уже нормализовалось. Но здесь мы видим полную картину, получается. Да, здесь мы видим полную картину, и мы можем перепроверить данные. Мы можем позвонить друзьям, знакомым,
в том или ином регионе перепроверить. Мы видим информацию как в соцсетях, так и по телевизору, а за рубежом люди только видят по телевизору и видят с определенного ракурса информацию. Поэтому, к сожалению, это было и при первой, при второй революции. Вот этот отпечаток нестабильности сохранялся на месяца, а то и на годы. И от этого зависел и туристический сезон, и дальнейшие инвестиции, и настроение как работающих, так и будущих инвесторов. Вот то же самое сейчас ощущается. Уже речь не идет о привлечении инвестиций, речь идет хотя бы об удержании существующих инвесторов и о продолжении их деятельности, чтобы не было у нас выпадений бюджета в зимний период, чтобы в зимний период могли зарплаты, пособия выплачивать. Выходит так, что даже при стабилизации ситуации или даже при улучшении у нас останется имидж нестабильной страны. Пока, к сожалению, да. То, насколько мы выправим этот имидж, зависит от того, насколько мы побыстрее войдем в правовое русло и построим все ветви власти в полной мере. То есть проведем и президентские, и парламентские выборы. Потому что пока этих выборов не будет, все равно полного доверия, наверное, как и международного сообщества, так и инвесторов получить не удастся. Перед каждыми выборными процессами инвесторы выжидают, смотрят, что произойдет, какова будет политика новой власти, и потом принимают решения. Вот то же самое наблюдается и во всех странах, в том числе и в развитых. Перейдем к конкретике. Вот 12 октября Альянс бизнес-сообществ сообщил о затыку, о срыве сделок с инвесторами на сумму $200 миллионов. За 2 недели произошли некоторые изменения. Сдвинули ситуацию на другую, скажем, почву? Пока, думаю, в достаточной мере не сдвинули, потому что, как мы говорили, до сих пор те даже компании пострадавшие не могут возобновить свою деятельность. Да, малый и средний бизнес восстановил деятельность, более-менее продолжается, но опять же нету гарантии безопасности даже самого мелкого, малого предпринимателя. Он не знает, кто к нему завтра придет. Вот вы видите сейчас, сколько пошло досудебных производств со стороны финполиции и других правоохранительных органов, поэтому до сих пор сложно повысить доверие предпринимателей. Нужно отметить, что в госбюджете дыра, и которую сложно залатать. Да? Вчера глава МИД Руслан Казакбаев предположил, что дефицит может достигнуть 50 миллиардов сомов. Сейчас мировое сообщество с особым вниманием следит за ситуацией в Кыргызстане, возникшей после парламентских выборов. Задается много вопросов, мы на них отвечаем. Мы не получали официальных бумаг о приостановлении проектов. При моих встречах с послами они выражают обеспокоенность, но говорят, что вопрос о приостановке проектов не стоит. Руслан Казакбаев еще сообщил, добавил, что он всячески пытается найти источники помощи, доноров, но это идет очень сложно. С чем это связано? Ну, здесь, наверное, вот коллега лучше пояснит, с чем это связано. Ну, здесь 3 вещи есть. Во-первых, мы уже новое руководство Кыргызстана говорит о том, что нужны средства на проведение парламентских, президентских выборов. Потом, не дай бог, вторая волна коронавируса тоже требует финансовых вливаний. И если вначале говорил, что дефицит бюджета составляет 28 миллиардов, сейчас вот вы говорите до 50 миллиардов, это просто гигантская сумма. Плюс ограничения на бизнес, он не может полноценно выполнять ту функцию, которую должен делать. Есть 2 вещи. Во-первых, чтобы получать помощь, нужно четко понимать, что происходит в стране. Раз. И насколько это в правовом русле. Потому что такие вещи, как инвестиции, да, или геополитическое признание, они тоже основываются на многих вещах, на простых вещах. Я прекрасно понимаю, что это было сделано законно, конституционно, что вот этот процесс будет двигаться. События, которые в Кыргызстане, никто не может объяснить, как это произошло, какой-то прогноз, что будет через полгода, 3 месяца, может быть, там, ну, не дай бог, через год. И, к сожалению, может быть такая система, что мы можем попасть в вот такой период хаоса, когда эта нестабильность будет повторяться. Поэтому, конечно,
инвестор, он же не только смотрит официальные данные или дипломатические каналы, послы есть, которые дают анализы, и они же внимательно смотрят, и когда они понимают, что у них нет гарантий, они просто приостанавливают свое действие. Плюс то, что вот вы сказали насчет бюджета, ну, надо сказать, что мы часто брали займы, да, государственные, где-то кредиты, гранты, но для того, чтобы их получить, надо, чтобы власть, которая есть в Кыргызстане, правительство, она была полностью легитимна. Мы сейчас видим, что полной легитимизации нету. И, соответственно, они говорят, ну хорошо, мы, может, выделить хотим средства, мы не отказываемся. Но давайте мы подождем, куда эти средства идут, ну, допустим, там 100 миллионов долларов ты дашь, потом какая их будет, будут они целевым использоваться, насколько будет это следующее правительство признавать или нет. То есть там огромное количество вопросов, которые они задают, но по дипломатическим каналам нет. Плюс здесь еще один такой момент, вот Оскар правильно сказал насчет того, что вот у нас одна картинка, да, вот если каналы посмотрите, там горит, мародерство, то есть, но на самом деле таких процессов не было. Но и наши соседи по СНГ, та же самая Казахстан, Беларусь, они и Россия, они делают выводы, они пытаются использовать события в Кыргызстане, картинку, для того, чтобы избежать, чтобы не было у них такой стране. Поэтому они, информационные войны никто не отбивал, они создают такой образ, имидж. И, конечно же, когда ты выезжаешь, ну, очень трудно потом объяснять, вот, а вы, говорит, Кыргызстан, страна революции, там нет, вот мы такая страна, островок демократии, у нас есть политические проекты стабильности. И это очень трудно сделать, потому что сейчас, когда идет противостояние, новый мировой порядок формируется, посткоронавирусный, глобальный, новые есть и глобальные, и региональные игроки, у них есть своя повестка дня. И, конечно, когда они идут с тобой на переговоры, когда ты сейчас уязвимый, геополитически уязвимый, экономически уязвимый, в этих условиях они могут на свою повестку навязывать, сказать, да, хорошо, но на таких условиях, на которых им выгодно. И надо не забывать, что в Кыргызстане многие приграничные вопросы не решены. У нас есть опасность выплаты внешнего долга, а с 2021 года по 2023 это максимальные выплаты. Поэтому я думаю, здесь очень много вопросов, и нам надо очень осторожно. Вот мы знаем, что Руслан Казакбаев был недавно в России с визитом, и обсуждался еще и вопрос о расширении военной базы в Канте. Ну, насколько я понял, это было просто как бы его интервью, да? Вопрос в том, что для того, чтобы разговаривать, нужно же иметь какие-то плюсы, какую-то базу, да? Ну, вот как там ты приходишь и объясняешь, вот я хочу вот, поэтому там очень много вопросов задаются же на таких встречах. А объяснить точно, что произошло в Кыргызстане, чем это будет, так, это очень трудно. Ну, конечно, это его прямая работа министра иностранных дел, но мы пока результатов не видим. Может быть, они будут чуть позже. Но пока мы видим, что наши соседи даже, ну вот представьте себе, даже в таких событиях обычно члены одних организаций, соседних государств, которые имеют уровень стратегического партнерства, а мы имеем с Китаем, с Узбекистаном, Казахстаном, ну по крайней мере они, может быть, телефоны, переговоры там, с руководством, с президентом или премьером, они должны быть, но мы же не видим, что это не происходит. Только, по-моему, реакция была премьер-министра Узбекистана. А остальной реакции же мы не видим. Это тоже сигнал и нынешним властям, и в будущем надо думать так, чтобы мы вышли на совершенно другой уровень. Плюс возникает такой вопрос, очень сложный. Надо это понять гражданам Кыргызстана тоже. Вы сейчас видите, огромное количество статей выходит на пространстве, особенно в России. Разные эксперты говорят, сейчас вопрос состоит о государственной состоятельности, то есть о будущем страны, таких стран, как Беларусь, Армения, Кыргызстан и Молдова. Почему они так говорят? Это же, они же тоже какой-то определенный. Поэтому мы сейчас должны немножко остановиться. И мы должны подумать о том, чтобы сохранить суверенное государство, территориальную целостность и выйти потихоньку из этого процесса. Мы можем выйти, но мы должны вернуться в правовое поле. И чтобы ни один субъект международного права, ни одно государство не сомневалось. Почему приглашается на выборы парламентские президенты, особенно на парламентские международные наблюдатели. Там ОБСЕ, ООН, там, других организаций. Соседи. Для чего? Для того, чтобы они убедились, что процесс был легитимен, что открыто все было чисто. После этого происходят все остальные шаги, когда мы идем договора, получаем доверие. Сейчас очень большой вопрос. Спасибо, господин Асмаметов. Сейчас мы уточним кое-что. Евросоюз отложил выделение 6 миллионов евро Кыргызстану. В Минфине же сообщали, что Бишкек ждет от России обещанных 100 миллионов долларов. Почему партнеры приостановили предоставление помощи, и есть ли на вашей памяти еще какие-то проекты, которые приостановили из-за нестабильности в стране? Когда выделяется внешняя помощь в тех или иных странах-донорах, вот в Евросоюзе, в России, есть тоже избиратели, налогоплательщики. Они тоже будут спрашивать свое правительство, почему вы выделяете Кыргызстану столько-то средств в такое время? Есть ли отчетность? Кто эти средства осваивает? Вот помните, в начале года был отчет
независимых исследователей об использовании грантов Всемирного банка. И там было выявлено, что определенная часть средств потом из таких стран, как наша, выводится, хотя выделялась в виде помощи. Поэтому, чтобы такого не было, всегда доноры смотрят, насколько прозрачное использование будет тех или иных средств. Если есть малейшее сомнение, то они лучше позже выделят, но обеспечат сохранность и целевое использование средств. Поэтому это их логика. Видимо, по их оценке, пока у нас есть сомнения в прозрачности использования средств. Я думаю, как только восстановятся все ветви власти после выборов, надеемся, что эта помощь будет продолжена. А в части приостановления других проектов, да, мы слышим, что, к примеру, по одному из месторождений планировалось следующий транш вложений в размере $100 миллионов. В течение нескольких лет инвесторов убеждали, они одобрили. Но в связи с этими событиями этот транш, скорее всего, отменят. Вот уже пошли сигналы о том, что на дальнейшую разработку эти средства не будут выделены. Сейчас, наверное, вопрос обоим экспертам получается. Как вернуть престиж государства в глазах мирового сообщества? Нужна последовательная политика и кадровая. Вот сейчас вы видите много вопросов со стороны общественности по кадровой политике. Это как в регионах, полпредства правительства в регионах, так и в центральных органах власти, в госкомпаниях и в других сферах. Это кадровая политика, это следование нормам закона, в том числе Конституции. Это следование дипломатическому этикету, правилам выстраивания международных отношений. То есть по всем этим позициям есть писанные и неписанные правила. Если мы их соблюдаем, с нами разговаривают, нам выделяют помощь. Если мы не соблюдаем, то лучше наши международные партнеры эту помощь отложат. А я напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Перекресток». Сегодня у нас в гостях эксперт Эдиль Усманбетов и эксперт Аскар Сыдыков. Вот обсуждаем мы международные отношения и инвестиции у вас. По поводу международного имиджа, Кыргызстан все-таки за 28-9 лет мы наработали имидж как страны островка демократии, многих возможностей. Мы должны сейчас как можно быстрее, не затягивая процесс, провести парламентские выборы и президентские, если цель. Чем дальше мы будем это откладывать, на полгода, тем сложнее будет, потому что и провести выборы честно, транспарентно, и чтобы все участники процесса согласились с результатами. Почему? Потому что у нас революция обычно или какие-то политическая нестабильность, когда кто-то не согласен с результатами, как это было 5 октября 2020 года. Мы должны сделать так, чтобы все убедились, что транспарентно, честно выиграли, прошли партии, мы сформировали легитимную власть, и все ветви власти должны быть. И парламент, и правительство, и президент, они должны баланс, все-таки это система сдержек, противовесов, и тогда мировое общество скажет да. Плюс второе, это мы должны не на словах, а действиями доказать, что мы в правом русло вошли, что не будет. Раньше, если были рейдерские захваты месторождений, каких-то зданий, сейчас мы видим, что были попытки рейдерских захватов государственных должностей. Кто-то приходит какой-то группой, доказывает, и потом, даже если есть инвестор, он вошел в закон, он работает, дать надо ему возможность. Также не бывает, что есть местные органы власти, МВД, а никто не реагирует, какие-то ребята заходят, разгромят. Мы должны понимать, что это больше всего бьет и на имидж Кыргызстана. Плюс эта оплата будет оплачивать кто? Правительство Кыргызстана. Любой инвестор в международный суд подает и скажет, он же докажет это. Мы не раз таким будем сидеть. И правительство Кыргызстана, и так не нуждающееся в деньгах, она будет. И третье, мне кажется, мы должны сейчас резко перейти не от этой митинговой формации, этого как-то хаос, который политический. Мы немножко должны вернуться и в правовое поле, и понятия такие, как политическая культура. Мы должны все-таки решать многие вопросы через судебные органы, не через улицу, через митинги. А парламент, который будет избран, если он будет открыто, транспарентно признаваться, он сможет сыграть большую роль. Задача парламента – это решать все вопросы там. Он должен представлять интересы регионов и всех политических групп. Это не должно решаться на улице, на митингах. А в парламенте депутат защищает, выступает. Мы к этому должны. У нас есть к этому возможность, и мы обладаем политической адаптацией. Чем дальше этот процесс будет идти, тем сложнее. Тем более, я думаю, в этой ситуации нынешней, что у нас сейчас мы практически находимся в международной изоляции, нас не признают. Мы сами в этом виноваты. Господин Усманбетов, здесь хочется добавить. Вы сами отметили, что Садыр Джапарова признала и поздравила только правительство Узбекистана. Да?
А почему другие молчат? Почему другие страны, представители других стран не поздравляют его с назначением? Ну, их можно понять. Им же нужно понять четко процесс. Потом должно быть, если мы же, сами юристы Кыргызстана, посмотрите, самые ведущие, известные, разные трактовки говорят. Они должны говорить, нужно вернуться в правовое поле. Нужно сделать. Но если у нас сейчас это все на уровне ИО нелегитимно, полностью через выборы пройдено, они же тоже прекрасно понимают. То есть им нужно время подумать, и они должны увидеть, что те заявленные сегодня какие-то лозунги или цели, если они будут реализовываться пошагово, тогда это будет процесс. Будет процесс признания, но чем дальше, тем сложнее будет, потому что время уходит, тем более зимний период. Сейчас очень много вопросов. Вот то, что Оскар сказал насчет бюджет, выплаты, бюджетник, огромное количество. У нас нету на это средств. Тем более такой огромный дефицит, плюс выплата внешнего долга. Поэтому мы должны сейчас немножко вернуться. И, конечно же, когда мы вернемся в правовое поле полностью, когда они поймут, что у нас все легитимные органы власти, а их можно работать, тогда пойдет вся остальная помощь. Это логично, потому что если ты не знаешь, полностью не можешь объяснить процесс, который происходит здесь, а это очень сложно. И тогда они, конечно, они говорят, ну, лучше мы воздержимся. Они держат геополитическую, дипломатическую паузу. И они не отказывают. Но я не думаю, что они не хотят Кыргызстану помочь. Но тоже есть и юридические, и правовые вопросы. Есть все-таки правила международного признания. Угу. В социальных сетях сейчас обсуждается вчерашняя несостоявшаяся встреча исполнительной обязанности президента, премьер-министра Садыра Джапарова с послами других стран в Кыргызстане. И в социальных сетях пишут, что она не состоялась из-за того, что послы либо не захотели, либо не смогли прийти на встречу. Садыр Джапаров ответил на это. Ну, у нас есть мнение из соцсетей. Чтобы вы понимали, сегодня Садыр Джапаров планировал встретиться с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Кыргызстане, с послами которых его аппаратчики вежливо пригласили посмотреть, послушать нового главу государства. Дипломатические миссии дружно, не сговариваясь, прислали аппаратчикам Белого дома вежливые ответы. Спасибо, от нас будет первый секретарь, второй секретарь, атташе. То есть ни одна дипломатическая миссия, аккредитованная в Кыргызстане, не намерена быть представленной на встрече с Садыром Джапаровым, первыми лицами, послами. Чтобы сохранить лицо, чиновники обозвали эту лажу переносом встречи на более поздний срок. Тут стоит отметить, что Садыр Джапаров ответил на мнение в соцсетях, что это очернение, и послы были готовы прийти на встречу, поговорить с Садыром Джапаровым, но встреча не состоялась из-за того, что члены правительства приносили присягу вчера, и якобы поэтому встречу перенесли. А как вы считаете вообще, послы готовы идти на диалог, встречаться? Во-первых, я не знаю, насколько это верная информация, потому что как бы это соцсети пишут, насколько, ну, может быть, она и верна, да. Но в любом случае, видите, такие встречи все-таки готовятся заранее, все-таки это же специальный процесс, это не может сделать там, ну, давайте я завтра приходите вечером, да, учитывая и западную культуру, что они планируют там на неделю, на две, может там на месяц. Ну, понятно, что форс-мажор, но в любом случае это же быстро, не такой быстрый процесс, можно было. А потом должен быть предмет для разговора. А предмет разговора возникает когда проходят уже легитимные выборы, когда ты убираешь приставки ИО и другие функции. Я говорю, сейчас пока идет процесс выжидания дипломатов. И когда он может завершиться, этот процесс ожидания, после выборов президента, или это может затянуться еще? Здесь две вещи. Все зависит от новой власти, от их усилий, насколько будет. Насколько мне известно, сейчас Руслан Казакбаев, он находится в Казахстане с визитом. 29-30, 2 дня, он там вроде с президентом Казахстана. Там тоже будет излагать. То есть сейчас этот процесс нам нужен. Чем быстрее будет работать правительство, да, вот в направлении того, чтобы было международное признание, открытие, да, вот этих всех возможностей, тем быстрее. Но если этот процесс будет затягиваться, это будет очень сложно и для государственного бюджета, и для всех тех процессов, которые у нас идут в стране. Потому что надо где-то находить средства, надо поддерживать экономику, многие вещи. Поэтому сейчас это новая власть, она кровно просто в этом заинтересована, чтобы как можно быстрее это снять вопрос. Они могут выжидать, они крупные, региональные, другие страны. Есть, мы не можем ждать. Поэтому, конечно, безусловно, мы стараемся там как бы вот ехать, обсуждать, разговаривать и так далее. Это уже вопрос времени, но вот визит в Казахстан, вот, когда вернется, мы посмотрим результат, насколько это будет. Спасибо большое. Господин Сыдыков, как восстанавливать экономику? Что для этого нужно? Во-первых, нужно сделать то, о чем мы с вами говорили, это восстановить нормальную деятельность всех государственных институтов, всех госорганов,
чтобы и на местах, и в центре везде восстановилась законность. Потому что до сих пор мы получаем сообщения о попытках захвата имущества, незаконных требованиях, в том числе и о рукоприкладстве в отношении представителей компаний. Поэтому вот эту всю законность восстановить. Как только мы восстановим законность, дальше произвести целый ряд структурных реформ. Это бюджетная дисциплина, сократить расходы бюджета, возможно, продолжить приватизацию госимущества, изыскать необходимые средства, провести экономические реформы, то есть упростить все правила ведения бизнеса, это лицензионно-разрешительную систему, налоговое администрирование и максимально сократить любую бюрократию. Потому что у нас сейчас, если оценить тот объем денег и времени, который уходит на соблюдение всех процедур, это огромные деньги, это потеря для экономики. Вот в экономике мировой есть такое понятие, как вот такие вот прямые и непрямые экономические потери в результате бюрократии. Это время и деньги. Вот здесь все упростить. Примером того может служить наша позиция в рейтинге ведения бизнеса, в рейтинге глобальной конкурентоспособности и других мировых рейтингах. Вот на них нам нужно ориентироваться. Вот здесь все упростить и назначить и построить максимально такую профессиональную команду управленцев в правительстве, которая может на одном языке с инвесторами разговаривать, проводить переговоры, привлекать их, создавать им условия, принимать решения, потому что в дальнейшем нужно сопровождать этих инвесторов, выделять землю, решать бюрократические процессы, выдавать лицензии, разрешения и все остальное. Есть потенциал в сфере услуг, в финансовых услугах, в IT-услугах, есть потенциал в промышленности, вот, в том числе в горнодобыче, в энергетике, в сельском хозяйстве и во многих других. В целом у нас всего 6,5 миллиона человек населения, мы можем достаточно быстро прокормить. Эдиля, скажите, как скажется на безопасности последние события, турбулентность? Возможно ли, что возрастет риск, ну, не дай бог, экстремизма, видя, что силовики, МВД отвлеклись на что-то более... на другие проблемы. Безусловно, это же напрямую зависит. Если в стране политическая нестабильность, кризис, если происходят такие события, которые некоторые органы правоохранительной системы, МВД, там, спецслужбы не выполняют прямые свои обязанности, ну мы же видели город Бишкек, да? Кто его защитил? Дружинники, там 10 тысяч, те, кто жил, да, в этих почему-то не было многих сотрудников милиции и тех органов, они куда-то исчезли, но это город отстоит. Это тоже говорит, с одной стороны, о самоорганизации граждан Кыргызстана, что растет политическая культура, что люди, это самое главное, когда люди соорганизуются. И в период пандемии вот эти волонтеры, дружинники. Но вопрос безопасности, видите, не бывает так, что если у тебя в стране идет внутриполитический кризис, политическая нестабильность, и мы много знаем проблем угрозы терроризма и в других странах, мы все-таки находимся рядом Афганистан, Ближний Восток, другие страны, есть все-таки и другие политические силы, экстремистские группы. Конечно, когда государственные институты дезориентированы или ослаблены, для них это идеальная среда. Не дай бог, чтобы так было. Поэтому мы должны вернуться как можно быстрее в правовое поле. И те органы, которые на это обязаны это делать по закону, по Конституции, они должны заниматься прямым своим делом, безусловно. Но нас спасает еще то, что мы, с одной стороны, являемся членами ОДКБ, других организаций, которые региональной безопасности, и они как фактор тоже как бы этот воздействуют. Плюс одна простая вещь, есть все-таки поговорка, да, если у соседа дом горит, ты не должен сидеть спокойно и смотреть, поэтому это, безусловно, она может перекинуться в другие страны. Спасибо большое, господин Усманбетов. Я напоминаю, что у нас в гостях были эксперт Эдиль Усманбетов и эксперт Аскар Сыдыков. Сегодня мы обсуждали политическую и экономическую ситуацию в Кыргызстане и как мировое сообщество следит за ним. Я Канат Рыскулов. Смотрите нас на Ютубе, в социальных сетях и слушайте радио Заттек.